Сармат Цакоев стал победителем международного турнира под хэквондо. Молодой осетинский спортсмен выступил сразу на двух крупных международных рейтинговых турнирах G1, которые прошли в Голландии и Бельгии. Победитель первенства мира и Европы среди юниоров завоевал бельгийское золото и голландскую бронзу. Это были первые старты для Сармата уже среди взрослых спортсменов. О том, как далась тхэквондисту победа, в материале Ангелины Васильевой. После соревнований отдых, но недолгий. Пора вливаться в работу. Тренировки 2 раза в день по 2 часа. Времени филонить, говорит Сармат, нет. Соревнования за соревнованиями и в его случае медаль за медалью. В этот раз сразу и бронза, и золото на международном турнире под хэквондо. Прежде чем выйти, я думал, если честно, у меня какая-то скованность была небольшая. То есть, если я думал раскрываться, полностью удары какие-то бить, тут не как в юниорах, тут нельзя сильно раскрываться, потому что опытный соперник это видят и сразу ловят твои слабые места. Я как-то сковывался, не по большому счету, в первых боях, но потом уже вижу, что все возможно, то есть все, что я умею, это все может проходить. И проходил, забирал баллы и выиграл. Выиграл и сейчас, и тогда, в 2016-м, первенство мира среди юниоров. Это была первая серьезная победа парня. Он шел к ней 2 года. И вот финал. Шансы 50 на 50. Кто первый забирает балл, тот и побеждает. Удача на стороне Сармата. Мотивирует меня вера, наверное, меня. Как верят в меня мои родители, как верят в меня тренера, друзья. Наверное, это самое главное, не подвести их. Как и главное, расти профессионально. Среди юниоров у Сармата получилось достичь высочайшего результата. Теперь он ставит перед собой цель взять чемпионат мира и Олимпиаду. Покорять вершины парню помогают тренеры. В начале спортивного пути им был Тамерлан Хлоев, а сегодня Авет Оганесянс. Сармат, по его словам, подает весьма большие надежды. Для нас это как бы на будущее большой задел и говорит о том, что если все будет нормально проходить, то у нас уже, можно сказать, не появится, а появился спортсмен, с которым можно связывать серьезный международный результат. Впрочем, не только с Сарматом. Воспитанников школы тхэквондо в республике масса. Только в недавно открытом дворце занимается более 400 человек разных возрастов. И все они приносят в копилку Северной Осетии бесчетное множество медалей. Обещают продолжать в том же духе. Ангелина Васильева, Александр Каджаев. Новости Осетии.